Тем временем количество обращений по завышенным ценам на продукты в Коми сократилось. За прошлую неделю в УФАС региона поступило всего 4 сигнала. Также товарные резервы особо популярных у населения позиций продовольствия теперь в норме. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Ольга Бабина на оперштабе. Запасов сахара хватит на 25 дней, остальных товаров, за исключением скоропортящихся продуктов, на 40 суток. Производители активно подают заявки на участие в ярмарках. За неделю в Коми их пришло 24. Запасы муки на хлебобулочных предприятиях также увеличились. В отдаленные районы завезли продукты первой необходимости. В отношении территории, отрезаемой во время паводка, на 22 апреля был собран последний информационный пул от органов местного самоуправления, в том числе от предпринимателей. Завоз осуществлен как на торговые объекты, так и на хлебопекарные предприятия. Информация по проблемным вопросам, что у кого-то что-то не получилось, ни от предпринимателей, ни от органов местного самоуправления не поступила за прошедшую неделю. Предприниматели остаются на связи. Еженедельный мониторинг мы продолжаем. По Ижемскому району 22 апреля мы выезжали с микрокредитной организацией непосредственно на территорию Ижемского района для заключения, в том числе договоров по предоставлению заемных средств на закуп муки. Предприятия агропромышленного комплекса получили финансовую помощь в размере 420 миллионов рублей. 78 из них – федеральные средства. В рамках поддержки промышленных предприятий из резервного фонда страны республика получит 30 миллионов на возмещение процентов по кредитам на пополнение оборотных средств. Кроме того, 3 новых предприятия вошли в список системообразующих организаций российской экономики. Это Лузалес, Севлеспил и Сыктывкарский фанерный завод. Ожидается решение по включению еще 2 компаний Коми «Плитный мир» и «Промтехинвест». Правительство Коми оперативно решает вопрос по вывозу древесины из Коми. В рамках работы логистического центра сейчас решаем вопрос с систематическими сбоями в работе портала «Лесоэгоиз». Проблема в следующем, что лесозаготовительные, деревообрабатывающие наши предприятия из-за невозможности оформить документы на портале вынуждены останавливать отгрузку древесины, опасаясь значительных штрафов. И тут работа получается, что мы договариваемся о логистике, о транспортировке этих грузов, а вывести на сегодняшний день не можем. Мы подготовили внесение изменений в действующее законодательство, введение моратория на действие лесоэгоиз и признание равнозначного применения оформления документов на бумажных носителях и через портал. Утверждаются нормативные документы для применения в регионе 5-го российского пакета мер поддержки. Это, к примеру, индексация субвенций региональным фондам УМС из-за повышения цен на лекарства и расходные материалы. Также актуальная для нас мера упрощения заключения регионами концессионных соглашений до конца 2022 года без конкурсов, за исключением сферы ЖКХ. В Коми планируется 4 крупных проекта по концессии. На следующем региональном оперативном штабе будет решен вопрос предоставления поддержки региональным системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств. Планируется распределить порядка 150 миллионов. Это возвратные средства.